ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Суббота, Дом молодежи, общегородское собрание коммунистов Ухты. Среди вопросов на обсуждение выступил мужчина с информацией о развале Советского Союза. Участник Компартии попытался представить анализ того, что произошло. Как в лучших детективах, в нем присутствовали иностранные агенты, тайные сговоры и многое другое. В какой-то момент докладчика попытались призвать к обсуждению конкретных проблем, но до этого момента в поле зрения обсуждающих еще успели попасть подлодка Курск, подводные базы, президент, ну и так далее. Впрочем, чуть позже зашел разговор и о конкретных проблемах. Просто так, ля-ля, говорит, там китайцам то-то, там или что-то, все это чепуха. Нужны цифры. Нас в последнее время кормят ложью, и люди этого не понимают. Вот, например, говорит, повышение рождаемости. Какая повышаемость? В КомССР она низкая рождаемость, особенно в Ухте. Дальше. А ведь по статистике, посмотрите, у нас население сегодня меньше, чем в 1990 году на 905 тысяч человек. 905 тысяч человек за 26 лет нету. Он нуждался, 30 лет нуждался в санаторно-курортном лечении по болезни. Это профессиональное заболевание. И вдруг сегодня, он не один там такой, их снимают с этого лечения, говорят, а вы не нуждаетесь. Исключили это заболевание и как таковое. Почему? Да потому что, видимо, где-то слишком много воруют, а вот на таких лицах, в общем-то, экономят. Помимо этого с информацией выступил другой мужчина. Он озвучил ухтинцам новости из Поднебесной. Оказывается, в Китае всего за ночь смогли отстроить железнодорожную развязку силами 1500 человек. А еще наш сосед уже вовсю приноравливается использовать генную инженерию и телепортацию. Свое выступление любознательный гражданин завершил предположением, что через 20-30 лет в Россию могут нагрянуть выращенные в пробирках клонированные суперсолдаты. Общий посыл этого выступления о научных победах Китая и нашей в этой связи не такой успешности нашел отклик среди участников Коммунистической партии в Ухте.